опытных исследователей. Все версии, которые мы обсуждали, романтическая легенда о Пржевальском, 3 теории о еврейских корнях, сотни домыслов и предположений. Все они в один момент рассыпались, как карточный домик. Главным героем этой научной драмы стал Александр Бурдонский, театральный режиссер, внук Сталина, старший сын Василия Сталина от брака с Галиной Бурдонской. Именно этот человек решился на поступок, который можно назвать историческим подвигом. Он предоставил свой генетический материал для анализа. Представьте себе, потомок одного из самых известных людей 20 века соглашается на процедуру, которая может полностью изменить представление о его семье. Это требует огромного мужества, ведь никто не знал, что покажет анализ. А вдруг подтвердились бы самые скандальные версии? Вдруг всплыли бы такие факты, которые перевернули бы всю историю? Исследование проводил профессор Анатолий Клёсов, один из основоположников ДНК-генеалогии, ученый с мировым именем, чьи работы признаны во всем научном сообществе. Этот человек не любитель сенсаций и не охотник за громкими заголовками. Это серьезный исследователь, который доверяет только фактам и цифрам. Когда результаты анализа были готовы, профессор Клёсов собрал пресс-конференцию. Журналисты, историки, генетики – все замерли в ожидании. Какую тайну откроет наука? Подтвердит ли она одну из невероятных версий или преподнесет совершенно новый сюрприз? И вот прозвучал вердикт, который потряс всех присутствующих. У Александра Бурдонского определена Y-хромосомная гаплогруппа G2A. Это классическая осетинская ветвь, без всяких сомнений. Осетинская. Не грузинская, не русская, не еврейская. Осетинская. Сталин оказался потомком древнего кавказского народа, который веками жил в горах Осетии, сохраняя свои традиции и культуру. Этот результат был настолько неожиданным, что поначалу многие отказывались ему верить. Как так? А что же все эти красивые легенды, а романтическая история с Пржевальским, а конспирологические теории о связи с Ротшильдами? Но наука беспристрастна. ДНК не лжет. Гаплогруппа G2A действительно характерна для осетинского народа. Это генетический маркер, который передается от отца к сыну на протяжении тысячелетий. И этот маркер четко показал: предки Сталина по мужской линии были осетинами. Но профессор Клёсов на этом не остановился. Он провел дополнительные исследования и обнаружил удивительные совпадения с историческими данными. Оказывается, еще в 1995 году 2 осетинских исследователя, Харибов и Багаев, опубликовали книгу «Кто ты, Сталин?», где на основе архивных документов доказывали осетинское происхождение вождя. По их данным, дед Сталина по отцу, Заза Габриэл Джугашвили, переселился из Южной Осетии в равнинную Грузию в начале 19 века. Он был выходцем из высокогорного села Гертвис или соседних осетинских поселений. Тогда это было обычным явлением. Осетины спускались с гор в поисках лучшей жизни. Село Дидилило, где обосновалась семья, в то время было преимущественно осетинским. Там проживали осетины, принявшие христианство, которых грузинские власти поощряли и старались интегрировать в грузинское общество. Частью этой политики огрузинивания было изменение осетинских фамилий. К ним добавляли грузинское окончание «швили». Получается, что отец Сталина, Виссарион, изначально мог носить фамилию Джугаев, типично осетинскую фамилию. А Джугашвили – это уже огрузиненный вариант, появившийся в результате административных реформ. И тут всплыла еще одна потрясающая деталь. Харибов и Багаев утверждали, что сам Сталин в одной из ранних анкет в графе «национальность» написал «осетин». Представляете? Он сам знал о своих истинных корнях, но потом из политических соображений стал называть себя грузином. Более того, есть свидетельство, что Иосиф Виссарионович прекрасно владел осетинским языком. В детстве его даже звали на осетинский манер Сосо или Сослан. Это имя имеет глубокие корни в осетинской культуре и связано с древними героическими эпосами этого народа. А помните знаменитые строки Осипа Мандельштама «И широкая грудь осетина»?
Получается, поэт интуитивно угадал правду. Он видел в Сталине именно осетинские черты. И теперь наука подтвердила его поэтическую интуицию. Этот научный вердикт полностью переворачивает наше представление о Сталине. Он не был ни грузином, ни русским, ни тем более евреем или потомком великих путешественников. Он был осетином, представителем древнего кавказского народа, который дал миру множество выдающихся личностей. Осетины – это потомки алан, древних кочевников, которые создали могущественное государство в раннем Средневековье. Этот народ всегда славился своим мужеством, выносливостью, умением выживать в суровых горных условиях. Возможно, именно эти качества и помогли Сталину пройти свой невероятный путь от сына бедного сапожника до правителя огромной державы. Результаты ДНК-анализа также объяснили многие особенности внешности Сталина. Рыжеватые волосы, светлые глаза, веснушки – все это вполне типично для некоторых осетинских родов, особенно тех, что жили в высокогорных районах и сохранили древние генетические черты. Получается, что все сплетни и подозрения, которые терзали семью Джугашвили, были основаны на незнании истинной истории рода. Виссарион мог подозревать жену в неверности только потому, что не понимал генетических особенностей своего собственного происхождения. А самое главное, этот научный вердикт показал, насколько важно отделять факты от легенд. Сколько красивых историй было придумано о происхождении Сталина, сколько конспирологических теорий, а истина оказалась гораздо проще и одновременно удивительнее всех фантазий. ДНК-генеалогия буквально за несколько часов разрешила загадку, над которой бились историки десятилетиями. Никаких тайных романов с путешественниками, никаких связей с банкирскими кланами, никаких еврейских корней. Только простая и величественная правда о принадлежности к древнему осетинскому роду. И эта правда заставляет по-новому взглянуть на всю биографию Сталина. Теперь мы понимаем, откуда у него была та железная воля, которая помогла ему достичь вершин власти, откуда взялась способность переносить любые лишения и никогда не сдаваться. Ведь в его жилах текла кровь горцев, которые тысячелетиями жили в суровых условиях Кавказских гор. Итак, мы подошли к финальной части нашего невероятного исторического расследования. И если научный вердикт ДНК-анализа поразил всех своей неожиданностью, то теперь настало время узнать, что думали об осетинском происхождении Сталина сами историки задолго до появления генетических технологий. Оказывается, версия об осетинских корнях вождя существовала уже много десятилетий. Более того, она была подкреплена серьезными архивными исследованиями, документами и свидетельствами очевидцев. Просто об этих фактах долгое время предпочитали молчать, по вполне понятным политическим причинам. Еще в 1995 году, когда о ДНК-анализе в СССР и мало кто слышал, два осетинских исследователя, Харибов и Багаев, опубликовали в Цхинвале фундаментальную работу под названием «Кто ты, Сталин?». Это было настоящее историческое расследование, основанное на архивных документах, местных преданиях и тщательном анализе фактов. Авторы проследили всю цепочку переселения предков Сталина буквально по поколениям. По их данным, прапрадед будущего вождя Заза Габриэл Джугашвили переселился из высокогорного осетинского села Гертвис в Южной Осетии в равнинную Грузию в начале 19 века. Это было время, когда многие осетинские семьи спускались с гор в поисках лучшей жизни. Представьте себе эту картину. Суровые Кавказские горы, где каждый клочок земли отвоеван у скал и ветра. Жизнь там была невероятно трудной, но именно она формировала тот железный характер, который потом проявился у Сталина. Осетины веками выживали в условиях, где слабые просто не могли существовать. Село Дидилило, где обосновалась семья Джугашвили, в то время было преимущественно осетинским поселением. Там жили осетины, которые приняли христианство и которых грузинские власти поощряли к интеграции в грузинское общество. Это была целенаправленная государственная политика ассимиляции горских народов. И вот здесь начинается самое интересное. Частью этой политики огрузинивания было принудительное изменение осетинских фамилий.
К традиционным осетинским корням добавляли грузинское окончание «швили», что означает «сын». Получалось, что исконно осетинская фамилия Джугаев превращалась в огрузиненную Джугашвили. Этот процесс был массовым и затронул тысячи осетинских семей. Власти считали, что так легче будет интегрировать горцев в грузинское общество, сделать их настоящими грузинами. Но корни оставались корнями, какой бы суффикс к ним ни добавляли. А теперь самая сенсационная информация. Грузинский академик Георгий Леонидзе, который работал директором музея и имел доступ к закрытым архивам, утверждал, что лично видел анкету, собственноручно заполненную Сталиным. И в графе «национальность» там стояла «осетин». Леонидзе был настолько поражен этим открытием, что даже вырвал страницу из архивной папки, чтобы сохранить это свидетельство. Он понимал, какую бурю может вызвать эта информация среди коллег, которые упорно отрицали очевидные факты. Но это еще не все. Профессор-этнолог Калоев рассказывал, что герой Великой Отечественной войны генерал Плиев лично свидетельствовал. Сталин свободно говорил с ним на кударском диалекте осетинского языка. Представляете? Правитель огромной державы в частных беседах переходил на язык своих предков. Этот факт объясняет многое. В детстве Сосо действительно звали на осетинский манер – Сослан. Это имя имеет глубочайшие корни в осетинской культуре. Сослан – герой древнего эпоса Нарты, символ силы, мужества и несгибаемой воли. По-осетински Сослан означает «стальной», и это не случайно перекликается с будущим псевдонимом Сталин. Отец всегда называл его именно Сосо. Это сокращенная форма осетинского имени Сослан. Получается, что уже в детстве будущий вождь носил имя, которое предвещало его железный характер и несгибаемую волю. Даже знаменитые строки Осипа Мандельштама и широкая грудь осетина теперь приобретают совершенно новый смысл. Поэт интуитивно почувствовал истинную сущность Сталина, его принадлежность к древнему народу алан, предков современных осетин. А помните слова Льва Троцкого, который называл Сталина грубым, неотесанным мужланом, как и все осетины с высоких Кавказских гор? Троцкий прекрасно знал об истинном происхождении своего политического противника и не стеснялся использовать эту информацию в полемике. Получается, что многие современники Сталина были в курсе его осетинских корней, но официально об этом предпочитали молчать. Слишком много политических интересов было завязано на образе великого грузина. Слишком важно было поддерживать определенную версию биографии вождя. И вот теперь, спустя десятилетия, наука окончательно расставила все точки над «и». ДНК-анализ подтвердил то, что давно знали историки, лингвисты, этнографы. Сталин действительно был осетином по происхождению, потомком древнего и гордого народа, который дал миру множество выдающихся личностей. Эта история показывает нам, как важно не доверять слепо официальным версиям, а искать истину в архивах, документах, научных исследованиях. Сколько еще тайн скрывает история? Сколько общеизвестных фактов на самом деле являются мифами? Дорогие друзья, наши удивительные